Мое почтение представителям водного знака Рак, первого водного знака сегодня и в раскладе. Итак, сегодня я предлагаю вам Таро прогноз на август месяц. Как всегда, по прежней схеме. Сначала мы рассмотрим месяц понедельно, потом мы будем смотреть конкретные сферы жизни, такие как работа, финансы, отношения, эмоциональное состояние, совет от карт Таро Вичи-Верса для вас на август месяц. Итак, приступаем. Пока я перетасовываю карты, хочу поблагодарить всем за лайки, подписки, комментарии. Могу вам предложить такой вариант, что если я не затрагиваю какие-то темы в раскладе, которые вас интересуют, вам очень бы хотелось посмотреть, как в этой сфере пройдет месяц ваш, то, пожалуйста, оставляйте это все в комментариях, я посмотрю и обращу внимание на это обязательно, я вам обещаю. Пока перетасовываю еще раз, повторюсь, карты. Те, кто еще не подписан на канал, милости прошу. Подписывайтесь и получайте уведомления обо всех движениях первыми. Итак, смотрим. Первая неделя августа месяца для представителей знака Рак. Ну что ж, первая неделя будет у нас связана с тем, что для некоторых это будет работа. Эмоции, связанные с работой, эмоции, связанные с финансами, эмоции переполняющие, эмоции очень яркого характера. Какого они планы, положительного или отрицательного, я пока не знаю, мы посмотрим. Но это будет связано, скорее всего, связанное с финансами, связанное с какими-то материальными благами. Есть потенциал, то есть, судя даже по гороскопу, есть потенциал в этих эмоциях. Смотрим. Неделя вторая. Как будет продолжаться? Слушайте, превосходно. Превосходно у вас пока во всяком случае все идет. Значит, будут какие-то предложения. Все-таки я пока не вижу, что это связано с работой. Это будет во всех сферах. Вы будете владеть ситуацией. Вы, в общем-то, будете владеть какими-то потенциалом. Все свои эмоции, которые, может быть, будут выплескиваться у вас, связанные, кстати, могут быть с каким-то, если девочки смотрят с мужчиной, у мужчин с самим собой, да, эмоции будут переполнять, я вот так скажу. И вот тут немножечко нужно их направить в то русло, где вы можете добиться какой-то цели. Если у вас раньше была цель или есть в настоящий момент, все свои эмоции просто попробуйте отправить туда. Не на выяснение отношений с кем-то, не тратить их впустую, а все это взять, собрать и направить себе во благо. Неделя 3 августа месяца для вас. Так, значит, теперь, судя по картам, по тому, как идет расклад, я могу сказать, что могут быть эмоции в августе месяце у вас, связанные с вашим супругом, либо с вашим партнером относительно работы, относительно, возможно, вашей работы. Может быть, у кого-то будет так, что ваш супруг будет не согласен с тем, где вы работаете, либо отдачи от работы для вас и для вашей семьи. И вот тут эмоции будут связаны с этим. Но то, что я вижу дальше, все в принципе нормально. Вы будете чувствовать себя самодостаточно. Ваш труд вам будет приносить удовлетворение. Вы будете владеть ситуацией, несмотря на переполняющие вас эмоции. У рака все в порядке с этим. Да, я знаю, что есть такая позиция, шаг вперед, 2 назад. Здесь нет. И еще раз говорю, есть весь потенциал, вам просто нужно направить правильно свою энергию. Пока, судя по картам, вы направляете ее туда, куда надо. Ну и 4-я неделя. На 4-й неделе будет повод для празднования всего этого. Вот здесь вы сможете уже выпустить свой пар. Где-то здесь придется, знаете, либо захочется все ставить. Вы, в общем-то, судя по картам, пройдете месяц очень достойно. Что-то обретете новое, что-то для вас станет, как, знаете, как победой. И будет превосходное время для того, чтобы воздать вот эту благодарность небесам, себе самой, устроить праздник, расслабиться. И после этого рвануть в новый бой. Вот вам захочется поставить новую цель. Наверное,
потому что вы будете воодушевлены тем, что у вас все так замечательно получится. Сейчас мы будем смотреть на подробные сферы. Одну секунду я просто сложу, чтобы это все у нас не попадалось по порядку. Итак, первая сфера, которую мы будем рассматривать, это работа. Куда же без нее? От нее у нас в нашей жизни зависит многое. Первая карта для тех, кто находится в поисках работы. Вторая карта в этой позиции для тех, кто находится на постоянной работе, для тех, у кого есть работа, кому ничего не нужно искать. Ну и неожиданности, связанные с трудовой деятельностью, с бизнесом, с работой, ложится у нас в третьей карте. Итак, для тех, кто находится в поиске, на постоянной работе и неожиданности. Все в порядке в этой сфере у вас. Для тех, кто находится в поисках работы, для тех, кто находится в поисках работы. Огромные силы, огромное у вас желание. Вы обретете ту работу, которая вам нужна. Мало того, на этой работе вы, как может быть, откроете в себе какие-то новые сферы, да? Поймете, что сможете, вы вольетесь в коллектив очень хорошо, вас примут хорошо, вы будете обладать там определенным авторитетом в этой области, на этом рабочем месте, в этой сфере, если это сфера вашего личного и вашего собственного бизнеса. В общем, превосходные шансы и не просто ее обрести, а обрести ту работу, которая вам будет очень хороша и приятна, где вы будете чувствовать себя просто покорителем, понимаете? Вот не дать не взять. Где вам покорится любой лев, и где вы сможете с собой найти баланс и найти себя, найти истину в себе, в работе. В общем, где вы будете себя чувствовать хорошо и комфортно. Неожиданности ложится исполнение этого самого желания. То есть вот та самая заветная звезда, есть, может быть, у вас какое-то представление о том, чего вы хотите, и это все реализуется в материальном мире. Все получится так, как вы задумывали. Может быть, даже лучше. Что касается людей, которые находятся и имеют постоянную работу, никаких изменений, все превосходно, вам будет удаваться то, что вы задумали, вы будете на хорошем счету, кто-то будет оценивать ваши заслуги и говорить вам об этом. Некоторые из ваших задумок, даже те, которые вы не ожидали, исполнятся, а часть из вас может отправиться в отпуск. И вам удастся сохранить какой-то, знаете, поддерживать все-таки связь с тем, что происходит у вас на работе, и с отпуском. Может быть, знаете, у вас такая работа, где вам постоянно будут звонить и так далее и тому подобное, но вам удастся совместить приятное с полезным, плюс ко всему в августе месяце. Если вы захотите отдохнуть, вам удастся отдохнуть. Если вы не хотите отдыхать и только работать, вам удастся сделать это. Ну, в общем, все мечты исполняются. Позиция вторая – финансы. Те, которые вы обладаете, материальные блага, которые у вас имеются, которые вы получите 100%, это карта первая. Вторая карта – деньги извне, неожиданные поступления и так далее и тому подобное. Вот здесь ложится тот самый король Пентакли, ну и неожиданности, связанные с деньгами. Что мы здесь видим? Смотрите, вы будете получать все то, что вы заслужили. Деньги, которыми вы обладаете, либо должны обладать на 100%. Все так и будет. Ничего не изменится, ничего неожиданного в этом. Единственная неожиданность, что вы сами себя как-то будете ограничивать. То ли говорите себе, что в принципе мне этого хватает. Да? То есть все нормально, все хорошо. Мне чужого не надо, лишнего не очень надо, все в порядке. То есть я зарабатываю, и все остальное меня, в общем-то, не очень касается. Что касается денег извне, могут прийти поступления либо от вашего мужа, да, может быть, зарплата, может какая-то премия. Кстати, как вашему мужу, так и вам. И это ложится в неожиданность, потому что, по вашему мнению, вы ничего для этого, собственно, и не сделали, да? И вдруг раз, и нежданно-негаданно, вы особо не старались, и делаете все как обычно, и тут поступает
дополнительная прибыль. Ничего вам делать в этом отношении и не пришлось. Вот это вот так. Теперь смотрим сферу отношений. Так, сначала первая карта для тех, кто находится в поисках отношений. Вторая для тех, кто находится в постоянных отношениях. И неожиданности, касающиеся отношений. Вариантов будет несколько. Смотрите. Для тех, кто находится в поисках отношений, ну, осенит что-то. Ну, что-то вас такое, знаете, прям вы увидите все. Знаете, в разных колодах одна и та же карта может читаться совершенно по-разному. Это очень важно. Придет какая-то мысль относительно знакомств. Может быть, вы посмотрите на себя со стороны, либо на то, что как бы вы считали об отношениях раньше, вы посмотрите на это с другой стороны, вы посмотрите другими глазами, увидите, что, может быть, вот вы этого не замечали, и теперь стоит обратить на это внимание. В общем, придет какая-то просто превосходная идея, превосходная мысль. Скорее всего, учитывая неожиданности, если это мужчины смотрят, то тут оно будет как бы мысль о том, что вы посмотрите на какую-то женщину с другой стороны. Женщина очень такая, женщина, которая вас любит, может быть, любит уже давно, да. Либо обратите внимание на женщину, которая вам казалась не очень женственной с другой стороны. И это будет для вас просто открытием, понимаете, каким-то. Для мужчин. Не для всех, естественно, но я озвучиваю как вариант. Что же касается женщин, то тут вы, скорее всего, прозреете, чего вы конкретно хотите. Что приносит вам радость, что приносит вам эмоции, какие отношения вы ждете, какого человека вы хотели бы встретить, понимаете? Увидеть в себе, чего вы заслуживаете, понимаете? Вот как будет неожиданность. И теперь посмотрим в отношениях постоянных. И здесь очень интересная позиция ложится. Что касается женщин и что касается мужчин. Могу вам сказать, что давайте будем прямо говорить об этом. Значит, девочки, возможно, ваш партнер хитрит. И какой-то у кого-то, не у всех, вы же понимаете, да? Но не у всех. Сейчас озвучу все. Значит, у кого-то такое может быть, что ваш партнер хитрит и имеет кого-то на стороне. Хотя эта карта, конечно, ваша личная, но что-то человек от вас скрывает. Вот это я могу точно сказать. Ходит налево, прям скажем. Еще раз говорю, не у всех. У других это может проявляться немного по-другому. Вам приходится хитрить в этих отношениях. Может быть, у вас есть рыцарь вашей души, какой-то другой человек, на которого вы обращаете внимание, либо скрываете, либо вы втайне думаете об этом человеке. И тоже хитрите в этих отношениях. Если же не говорить об этом, то тут в принципе какая-то обоюдная может быть хитрость, либо, знаете, перетягивание каната. Вот ладно, мне вот это не надо, вот значит, что я это делаю и все. То, что я делать не умею, я делать не буду. Это может говорить и ваш партнер, и вы ему. Я все делаю, что от меня зависит. Все, что умею, как умею. Если тебе там этого не хватает, ну, извини, ты неблагодарный, ты не замечаешь многого. Как-то вот так. Что-то в таком духе. Плюс-минус. Ну и теперь смотрим эмоциональное состояние ваше в августе месяце. И совет. Уже опять ложится та карта, которая у нас была понедельно. Ну, превосходно. Эмоциональное состояние ваше, в общем, будет соответственно всему вашему месяцу. Все будет абсолютно в ваших руках. Вы будете знать, как этим управлять. Вы будете знать ваши слабые, ваши сильные стороны. Никаких сомнений в этом месяце, кроме того, что вы ничего не сделали для получения лишних денег, у вас не будет. Все будет вас устраивать, вы будете себя чувствовать абсолютно самодостаточной персоной. Что вам советуют карты? Так себя и чувствовать. Мало того, можете даже побыть немного эгоистом. Показать всем, чего вы заслуживаете. Вкусить весь свой триумф. Вот это был расклад для представителей знака Зодиака Рак. Спасибо за просмотры. Всего хорошего. До встречи.